Buğdaydı hanağınan Halanlar bardılar Kara tönnan talanunan Kayhardardaydılar Kara tönnan talanunan Kayhardardaydılar Este kanna sansılcar Este kanna kayhar Side onna sütü bulca Side sıdam kayhar Side onna sütü bulca Side sıdam kayhar Ulu boğalattara sillerdiler ira Tundra kıyız boğalattara turunlular serige Tundra kıyız boğalattara turunlular serige Dillin faşist bağlıga Bir çağan küspüdün Köyü sırdık caralıga Begine kuspudun Köyü sırdık caralıga Begine kuspudun Köyü sırdık caralıga Begine kuspudun Производить отстрел патронов. У нас первая пачка патрон, масса дроби 32 грамма, порох G3000, 70 патронов 70 миллиметров. Ага. Потом у нас идет искра, то же самое получается 70 миллиметров, 12 калибр. Дроп номер. Получается у нас здесь написано 301, тройка. Ага. Вот все патроны у нас получается дроп номер 3. Потом вот идет азот практик. Ага. Тоже получается навеска дроби 32 грамма. Угу. У него порох получается здесь масса 1,73. И получается все у нас патроны миллиметры 70. 70 миллиметров. 70 миллиметров, ага. Алга капсянис. И вот идет у нас сафари профессионал. То же самое дробь тройка. Масса снаряда получается 32 грамма. Ага. То же самое контейнер. Патрон охотничий элит. Ага. СКМ индустрия. Масса дроби то же самое 32 грамма. То же самое 70 миллиметров. Контейнер. Контейнер. Феттер. Хантин. Здесь у них обычно не пишут, какая именно используется порох. Ага. Ну а так получается то же самое 32 грамма. Длина 70 миллиметров. 12 калибр. Контейнер. Ага. Северная звезда. Дробь тройка. Номер дроби. То же самое длина 70 миллиметров. 12 калибр. Здесь тоже получается 32 грамма, да? Порох. Какой именно порох не написан. Вот так, как-то. Ага. Что будем делать, товарищи, с этим искрой? Там, оказывается, 31 грамм. Получается, вот эту искру допускаем? убираем.
Или... Потому что у нас все по 32. Хорошо, искру да, убираем. Вот это и убираем. Ага. И все остальные один патроны не было. получается по 32 грамма. Дробь номер 3, да. контейнерные, длина гильзы Одинаковая. 70 миллиметров. Да. Тогда равные условия получаются. Да, Все да. согласны? Резкость боя. Она сухая, сосновая, да? Сухая, сосновая, да. Сколько лет лежала, сушилась? 2 года лежала. Вот совсем сухая доска, она будет съемная. Вот Алексей сам сделал, она съемная доска. Вот съемная доска, и с каждым выстрелом мы ее будем менять. А с лицевой стороны имеется 100-дольная мишень зернова. Бесполо, да? Щит полностью выполнен из сосны Дамского района, но съемная панель, она из сушеной сосны. 2 года лежала. Все подготовлено по уму, чтобы настрел был объективный. Щит с мишенями устанавливается на дистанции 35 метров. Соответственно, все стрелки будут стрелять с этой дистанции. Вадим, расскажи про свое ружье. Берет ЕСО, исполнение Камо, Е100, да? Е100, пластик, камуфляж, Длина ствола какая? 760, Насадка? насадка стоит чок. 1.0. Ага. 1.0. Какой у вас стаж охоты Охота с дробовым ружьем? с дробовым ружьем лет 14. 14 стаж 14 лет. охоты с дробовым ружьем. дробовым. А ружье когда куплено? Ружье месяц назад куплено. Месяц назад. Будет, Наконец-то купил будет ружье. тестирование настоящее. Тестирование. Алексей, расскажите про ружье. МЦ 2112 82 года. О, мой ровесник. Отца, да? Отцовская? Да. Какой номер там? Наверное, один из первых, да? 4330. По буквам, ага. Это получается копия Браунинга, да? МС. Защётка, движение ствола. Насадка, стационарный чок, да? Стационарный чок. Старше у вас какой охоты? С дробовиком? 20 лет? Где-то так. Стаж 20 лет. Спасибо. Алексей, расскажите про свое ружье. Так, ну у меня номер 153 Ижевского механического завода Байкал. Серийная, значит, калибр 12 миллиметров, сменной моторной насадки. В данном случае установлен насадка чок. Длина ствола какая? 79, 730, да? Ага. И какой у вас стаж охоты вообще с дробовым ружьем? С детства, 25 лет. значит, да, с 14. Хорошо. Ну и последние 10 лет, вот, Уже 10 лет ружью. да, в 2006 году приобретено. Ну, безотказное, неприхотливое. Хорошо, посмотрим, как будет отстреливаться. Нургун приобрел 100-дольные мишени, у которых, оказывается, инструкция все там написана. Так что Нургун будет у нас в спорных вопросах главным, кто решает. Нургун, расскажите, пожалуйста, про свое оружие. Ну, вот это ружье, получается, подарок старшего двоюродного брата. А так у меня ранее было МЦ. Вот, Это как называется ружье? ружье называется Бенелли Комфорт. Ага. Длина ствола какая? Длина ствола получается 76. Ага, 760 миллиметров. Да. Насадка. Насадка у меня там чок. Ага, чок. 1-0 насадка. У всех насадка 1-0. Чок.
Здесь заряжение механизм происходит за счет И за счет инерционного... инерционный механизм. Да. Стаж охоты у вас с дробовым оружием сколько лет? Получается, где-то с 3 класса. Это примерно сколько лет? Получается, больше 20? 20. Больше 20 лет. Да. Ага. Хорошо. Что за тренога у нас? Тренога у нас взята от строительного нивелира. Нивелира, точный прибор у нас. Да. На место треноги. Так, высота как регулируется? А? Высота как регулируется? Ну, высота у нас обычно мирная. Вот это откручивается. И как бы можно и ставить на уровень, как ей удобнее. Использовать для того, чтобы у нас при стрельбе не вело. Ага. Как бы. Упор. Да. Стрельба с упора с треногой. Убираем ружье МР-153. Самое народное ружье последних десятилетий. 12 калибр, полный чок. Длина ствола 730 миллиметров. Стреляет Алексей. Sansılcar Öste anna paygar Sitye onno sütü bulca Sitye sıdam paygar